Так, ассалам алейкум. Приветствую всех. Сегодня 4 мая 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Давайте сразу начнем с картинки и со звука. Как звук, как картинка. Давайте так. Ассалам алейкум. Приветствую всех, я сказал. Не сказал? Значит, приветствую. Все отлично. Все четко, ничего не трогай. Все, ничего не трогаем. Владимир Рабинович, шалом. Всем салам. Салам Аслан, говорит Владимир Рабинович. Всем салам. Странник земли, ассалам алейкум. Алейкум салам. Всех приветствую. Всем рад. Всем рад. Как протекает Рамадан, господа хорошие? Казахстан, салам. Приветствую. Ничего. Рамадан держится? Так, подождем. Все, видимо, рассчитывают на вечер сегодня. Да, давайте начнем с новости, пока вы собираетесь, которую Радио Свобода сегодня запостила, и я у себя на канале тоже ее постил. Госсекретарь Майк Помпео заявил, Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе. Государственный госсекретарь США Майк Помпео интервью телеканалу АБС News в воскресенье заявил, что власти Китая сделали все возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать о угрозе COVID-19. По его словам, это была классическая попытка коммунистической дезинформации, и они за это ответят, цитирует АБС News слова главы Госдепартамента США. Как следует из интервью Помпео, он не сомневается, что вирус появился без вмешательства человека, он не сомневается, что вирус появился без вмешательства человека и не был продуктом генной инженерии, говорит Майк Помпео. О том, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса, сообщили австралийское издание Daily Telegraph, ссылкой на 15-летний доклад Союза западных спецслужб. В том числе участвуют эксперты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, так называемый Альянс Пяти Глаз. Правительство Китая скрывало информацию о появлении коронавируса, принуждало врачей к молчанию, отказывалось предоставить биоматериалы зарубежным специалистам, которые могли бы своевременно начать работы по созданию вакцины, говорится в докладе. Его авторы отмечают, что еще в начале декабря 2019 года власти Китая имели информацию о способности вируса распространяться от человека к человеку. Этот факт, однако, как считают западные спецслужбы, отрицался вплоть до 20 января. Авторы доклада пишут, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и запретили публиковать информацию о новой инфекции. Китайские англоязычные издания Global Times, издающиеся официальным органом Компартии Китая Жэньминьжибао, 4 мая прокомментировал интервью Майка Помпео. В редакционной статье газеты подчеркивается, что Помпео не располагает никакими доказательствами того, что местом происхождения вируса является лаборатория в городе Ухань. В статье содержится призыв к США предоставить доказательства. Администрация Трампа продолжает участвовать в беспрецедентной пропагандистской кампании, одновременно препятствуя усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Говорится в редакционной статье китайской газете Global Times. По сообщениям западных агентств, 30 апреля Трамп выразил уверенность, что источником распространения вируса могла стать вирусологическая лаборатория в Китае.
Президент, однако, не стал вдаваться в подробности о наличии доказательств. Официальные представители США, знакомые с данными разведки, заявляют об уверенности в том, что вирус попал в организм человека одним из двух способов. Либо через еду, приготовленную из мяса дикого животного, проданного на центральном рынке в городе Ухань, либо мог случайно проникнуть в окружающую среду из одной из двух лабораторий в городе Ухань, где ведутся гражданские исследования в области предотвращения биологических угроз. Это, говорит, официальные представители США. Понятно, да? Либо он вышел из Уханя, из лаборатории Уханя, либо он попал в организм людей через там летучую мышь, там дикое животное, как они говорят. Это говорят официальные представители США. В том числе и Майк Помпео уверен, что вирус появился без вмешательства человека и не был продуктом генной инженерии, говорит Майк Помпео. Не знаю, если здесь Майк Помпео, тоже который является официальным лицом Соединенных Штатов, говорит, что это он уверен, не сомневается, что вирус появился без вмешательства, да, и что это не был продукт генной инженерии, то есть это не было делом рук человека. Он в этом уверен. А другие представители, официальные лица, вот в конце статьи говорится, официальные представители США, знакомые с данными разведки, заявляют об уверенности в том, что вирус попал в организм человека двумя способами. Одним из двух способов. Это либо его съели там летучую мышь или там еще чего-то, или же это из Уханя была утечка. Никто не говорит о целенаправленной атаке. Ну, я надеюсь, если не говорят о целенаправленной атаке, то объяснят нам, почему во Франции в техническом трубопроводе из 27 трубопроводов, где находится техническая вода для опрыскивания улиц и очищения улиц, там, поливания водой, цветов, клумб там, и так далее, из 27 заборов, экспертиз взятых, в 4 трубах нашли COVID-19. Вот это тоже мне, наверное, будет интересно знать. Плюс, я так уверен, что одно дело американские следственные органы, и потом есть еще и Великобритания, которая понесла большие потери, есть Италия, даже Франция. И если они тоже найдут в техническом трубопроводе, да, водопроводе COVID-19, то, тогда, наверное, он с Уханя из 27 труб попал в 4 в Париже и сколько-то, наверное, в Англии и, наверное, в Нью-Йорке тоже, где Нью-Йорк является пока очень сильно зараженным городом. Ну, не будем забегать. Это официальные лица, они по разным причинам могут не говорить то, что это мы свободные люди. И мы, может быть, им портим своими расследованиями, портим им их планы. Но мы за правду, да, мы за правду, поэтому мы будем ее говорить, как бы ни казалось, и задавать вопросы, нравятся они кому-то или не нравятся. Мы будем задавать эти вопросы. Так, давайте посмотрим, что вы мне тут пишете. Так, всем ассаламу алейкум. Всем. Так, с табахом четко получилось у вас, говорит Артур Термалян. Да, кстати говоря, я завтра планирую с Табахом, с Гарри Табахом провести еще одно интервью, пообщаться, да, пообщаемся с ним. Посмотрим. Наверное, это будет тоже днем, потому что удобнее сейчас будет проводить днем. Ну и надо с ним еще согласовать, потому что у них время другое, чтобы не было слишком рано. Так, если это будет, да, это может быть слишком рано для него. Посмотрим. Я с ним поговорю сегодня. Мы с ним уже договорились провести на вторник, но еще время у нас не определено. Поэтому поговорим, потом посмотрим. Так, пойдемте дальше.
Маждад, салам алейкум, гутен так, ва алейкум салам, Маждад. Армянский воин, почему сзади не флаг Ичкерии? Да уже много раз был флаг Ичкерии, и всегда есть флаг Ичкерии, будет всегда флаг Ичкерии. И он решил сегодня отдать дань уважения стране, которую я очень сильно уважаю. Великий бездельник, для чего в бункере фиксировать кресло в полу? Штормит, салам алейкум, может это не бункер? Да, может быть не бункер. Александр Вайт, приветствую вас там, приветствую, Александр. Антирашизм, салам алейкум, асам, маршал, Дума Серга, витаю, друзья украинцев. Ва алейкум салам, маршал, антирашизм, пожалуйста, как найти, оставьте тему лысина, тему флага. Так. Рад вас видеть. Доброго дня. Спасибо, батальон Айдар. Приветствую вас взаимно. Тоже вас рад очень видеть. Кстати, с вчерашним днем рождения поздравляю батальон Айдар. Желаю вам победы, успехов, мирного неба, как говорится, как можно быстрее освобождения своей родины, как можно меньше потерь со своей стороны, соблюдение, конечно же, международного права, обычаев и законов войны в случае необходимости принятия участия. И слава Украине! Салам алейкум, свободно думающим людям, говорит Александр Вальд. Ва алейкум салам, Александр. Так. Армянский воин. Китай вряд ли ответит. Чтобы Китай ответил, надо, чтобы Россия и США объединились. В противном достанется и Америке, и России. Так, доброго всем дня. Так. Макс Гартнер. Салам алейкум, братья. Аслан и братья. Витаю хунта, друзья украинцы. Ва алейкум салам. Бродяга, ва алейкум салам. Ну, всех приветствую. Так. Ассаламу алейкум, говорит Вильпесен Культа. Мундушу дигду дал лугастам. Алейкум салам. Милана Джефферсон у нас родина, мать. Так, Майк Помпео, щич люля кафыр за войзен. Так, пойдемте дальше. Байсенгур чеченский. Ассаламу алейкум. Все, кто смотрит стрим. Алейкум салам, Байсенгур. Машоль. Антирашизм. Салам маршалду аслане дейл рейс хуйль аслан абеш болган. Дейл рейс басарна хуйль. Дейл салам маршал хуйль. У сотника тоже чат атакуют. Да. Кстати говоря, когда я выложил это у себя, я у себя и в Фейсбуке выложил, и здесь на разных языках последний оскал русизма, да, где я попытался как-то ответить на вопросы, которые у меня возникают, да, и задать новые вопросы, которые у меня возникают в связи с этим коронавирусом. У меня резко началась атака на канал. У меня начались убираться подписчики сразу же. Они не так сильно убирались, но начались более активно их убирать начали. Они у меня, знаете, как убирают? Ровно столько, сколько и добавляется. Потому что я постоянно пишу жалобы. И когда я пишу жалобы, им приходится как-то это регулировать. Также убираются просмотры. Ну и опять же пишу жалобы. Ну и тоже делается по чуть-чуть теперь. Чтобы если они не могут полностью остановить развитие канала или там назад отбросить из-за того, что я постоянно жалуюсь, то они делают это, замедляют развитие канала максимально или останавливают, как могут. И вот у меня, как только я выложил этот последний оскал русизма, где русский фашист Путин мной подозревается в нападении на человечество, и его банда ФСБ, и ГРУ и другие эти мерзавцы, мой канал начали более активно атаковать. Ну, ничего страшного. Я-то про них все знаю.
Так, салам ашалду аслани. Так, это было. Алейкум салам. Владимир Рабинович, правду MH17 не утаили и о вирусе тоже правду не завентилируют. Будем надеяться, Владимир, будем очень на это надеяться. Так, Эд Мамедов, салам асам. Салам, брат Эд. Как у тебя жизнь молодая? Так, Милана Джефферсон. А где флаг США? Флаг США в архиве. Так. Так, с днем рождения, Айдар. Так, поздравляют. Поздравляю. Всем салам, всем салам. Всем алейкум ассалам. Витянича, говорит Малиновка. Витаю, Малиновка. Моус М. В Польше ты слышал, что происходит? Что происходит? Не слышал. Так, давайте я перемотаю немножечко. Насим, Аслан, можешь сказать, почему Эстония геноцид крымских татар признала, а наши геноцид не признает? Потому что, Насим, мы не работаем в этом направлении. Вот крымские татары, видимо, работали в этом направлении. А вот мы не работаем. Вот если бы мы работали бы, да, вот тогда бы было бы другое дело. Вот у нас сколько в Украине людей? Вот сколько? У нас бойцы там есть, которые воюют, да. Ну ладно, воюют им не до этого. Они там где-то там на передовой, им заниматься другими делами оставим, допустим их. Хотя их тоже нельзя оставлять. Они тоже должны принять участие и задействовать свои там связи, возможности, ресурсы и так далее. Сколько у нас в Украине чеченцев проживает? Ну, несколько тысяч, здесь не десятков тысяч, там, 100% можно сказать. Почему в Украине до сих пор нету какого-то там нашего ичкерийского какого-нибудь там лобби? Да, почему нет? Там есть крымские татары, которые отлично к нам относятся. Там есть огромное количество украинцев, которые к нам отлично относятся. Ну все там есть. Правда есть, истина. Почему? Вот вопрос, вот почему не признает Украина геноцид, который Европарламент в 2004 году признал геноцид 1944 года, признал таковым геноцидом. Почему? Никто на это не... Мы писали в Раду, там отписки приходят. Ну, допустим, вот эти бюрократические там чиновники какие-нибудь там, которые могут стать нам препоны украинские, они понятно. Там может быть, как там процедура идет, да, там надо несколько этапов, наверное, пройти. Не знаю, как там в Украине. Но обычно бюрократическое какой-нибудь раз появляется, ставит заслон. И все, и документ остается неподвижно, лежит. Вот мы отправили в Раду, они сказали, куда-то отправили там на какую-то там экспертизу, там какой-то свой комитет для рассмотрения. И вот комитет должен рассмотреть там, что за, против взвесить и вынести уже в Раду, и Рада должна проголосовать. А оттуда он больше с комитета не вернулся. А в комитете сидит какой-нибудь там прорусский ватник, который говорит, да зачем нам этих чеченцев сейчас что-то делать? Ой, сейчас там не это сделать. Или какой-нибудь Вася зайдет, а коррупция, я вчера разговаривал с одним украинцем, он говорит, коррупция, ну вот как была, так и есть. Говорит. Ничего в Украине с коррупцией практически не изменилось. Говорит. Искоренить ее, говорит, я так думаю, там, если только новое население нам завести. Вот так, говорит. Ну, зашли и все. То же самое я могу сказать там про Литву, допустим. Не про коррупцию я тоже сам могу сказать, а то же самое, что должна проделаться работа. Если вот ты, Насим, не делаешь никакой работы, я ее не делаю, ничего не происходит само собой. Знаете, для того, чтобы в Европарламенте в 2004 году признали геноцид геноцидом 1944 года, один узбек, правозащитник, голодал, погиб,
Сайд Амин 42 дня находился при смерти, там, 42 дня голодал и чуть не умер. И итальянский депутат, который вместе с ними голодал, который там на 15-й день, что ли, на 20 дней тоже чуть не умер, отвезли в больницу. А Сайд Амин, на Сайд Амина уже Ясин читали. Вы знаете, что это так надо добиваться? Вот и все. Вот ответы на все вопросы. Надо ценой жизни добиваться этих вещей. Ставить на карту все. Один узбек, который с ним голодал, правозащитник, я имя не помню, Сайд Амин о нем рассказывает. Он рядом с ними, он умер. Скорая не спасла его, не смогли откачать. Вот такая вот. Не знаю, какую, вот ты спрашиваешь, какую работу провели. Я не знаю, какую работу провели крымские татары. Я не знаю, какую работу провели. Но то, что мы не проводим работу, я могу сказать. А если бы у крымские татары не провели бы работу, где-то как-то... И у нас позиции разные получаются. Понимаете? Украина, Крым, часть Украины в соответствии с международными нормами. Но это не значит, что мы не являемся государством. Это мы тоже государство. Но нам еще сложнее будет некоторые моменты доказывать. И все. Но все делается. Просто надо делать. Никто же ничего не делает. Вот поэтому ничего не происходит. Знаете, как этот был? И мы на улице, где ничего не произошло. Вы видели что-нибудь? Нет, я ничего не видел. Вот у нас то же самое происходит. Ничего не происходит. Поэтому надо проводить работу. Так, ассаламу алейкум, чеченский след. Говорит, ва алейкум салам, чеченский след. Маш Вовель. Джахар Дудаев, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Джахар Дудаев, Маш Вовель. Так, напоминаю, не забывайте о конфиденциальности своих данных. Не оставляйте никакой информации, которая может вас идентифицировать. Особенно, если вы находитесь на временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Призываю вас, будьте бдительны и осторожны. Так, пойдемте дальше. Байсангур чеченский. Аслан, как ты думаешь, когда все это закончится и что будет, Аслан? В Украине боятся последствий дальнейших. Да, я думаю, Байсангур, именно поэтому в Украине чеченцы такие неактивные. Они думают, чем это закончится, это то, все будет. Мы сейчас тут выйдем, там засветимся, а потом раз, и у нас возникнут проблемы. А если ничего не делать, то так и будет продолжаться, понимаете? Вот и вся беда наша. Мне тут пишут, ты там неправильно это делаешь, неправильно то делаешь, мы должны это сделать. Разные там доброжелатели с угрозами, с оскорблениями мне пишут. Да ты ты выйди, сделай тогда. И все, сделай, покажи, как надо. Давай, работай, пиши. Да, с автоматом уже сейчас не решается вопрос. Сейчас в другой плоскости. И это хорошо. Видите, я уже год открыто говорю, и меня еще до сих пор не убили. По одному человеку за год потерять ничего страшного не произойдет. Давайте выходить, работать. Давайте. Ничего, мы же 300 тысяч похоронили. Давайте работать. Давайте последствия. Будут последствия. Да, Чечню не сможешь ездить. Может, киллера пришлют. Может, там еще какие-то проблемы создадут. А что делать? Давайте тогда забудем. Все. Давайте скажем, мы россиянцы. Если так. Армянский воин. Чтобы признали геноцид, нужно в каждой точке мира призывать к этому ответу государства-агрессора. Берите с нас пример. Да, армянский воин. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Армяне, которые огромное количество, хотя вы тоже, я скажу, работаете не так хорошо, как с учетом того, что у вас в Европе и в Америке огромное количество, вы могли бы приносить больше пользы для своего дела. Но то, что вы работаете, это тоже факт. Во Франции у вас огромное количество, армян имеется в виду, в Америке огромное количество. И вы добиваетесь по поводу признания геноцида Османской империей армянского народа. И работа ведется, да, не везде у вас получается.
где-то нужна там политическая конъюнктура, политическая удобная ситуация нужна, там, ну, много факторов. Нужно железобетонные доказательства, но у нас они есть. Но чеченцы не работают. Но я бы сказал, пример брать даже не с армян нам бы лучше всего брать. Я вот, например, очень изучаю вопрос еврейский, как они работают на это, израильский вопрос, да, как они в этом направлении работают. Вот это вот очень интересно и очень целенаправленно и результативно работали и продолжают работать евреи. И поэтому я, например, и армянский опыт, конечно, интересен, любой опыт интересен, но надо работать. Любой опыт надо. Свой чеченский опыт, в конце концов, создавать надо. Может, мы сделаем то, что не сможет сделать, там, не смогли сделать евреи там, и армяне. Хотя уже... Так, показывает, отлично. Ну, видите, все, ушел, отлично. Идет DOS-атака на канал. Резкие перепады я тут наблюдаю. У меня резкие запросы появляются и начинает виснуть. Ну, что поделаешь, Говорим правду, а русские правды боятся. Гибня боится правды. Значит, мы будем ее говорить. У вас видно и слышно. Отлично, Александр Уайт, что меня видно и слышно. Так. Так. Так, ватники, вирус из Казахстана к черту русский мир и их режимы СНГ шестерки Кремля нужен цивилизованный мир, демократия и так далее. Совершенно верно. YouTube удаляет очень интересное видео, говорит чеченский след. Кстати говоря, вот смотрите, здесь есть чеченский след. Я этого человека не знаю, сразу говорю. Не как Адама Грузинского, я никогда в жизни не видел в глаза ни чеченского следа. Но у него очень хорошее видео. И скорее всего это наш парень. Поэтому подписывайтесь на чеченский след. На канал Чеченский след. Чеченский след. Если ты захочешь, чтобы я мог за тебя говорить, мой WhatsApp, наверное, ты знаешь, я его постоянно здесь указывал, показывал. Если надо, я тебе его покажу. Выходи на связь, пообщаемся, поговоримся. Мне нужно знать, чтобы я мог за кого-то ручаться, я должен знать. Потому что идет большая работа против меня. Против тут моих родственников, друзей, знакомых, кому я когда-то здрасте сказал. Через них пытаются на меня выйти, где-то наладить контакт. Ведется большая работа, поэтому извините, если я буду немного подозрительным. Так, походу скоро канал окончательно задудосят и развалят. Говорят, нет, не развалят. Канал YouTube это американская. Мы откроем. У нас много других каналов. В Фейсбуке меня можно найти. Аслан Арцуев. Ничего страшного. Правду мы будем доносить, пока можем. Не волнуйся. Пока бьется наше сердце. Так, Аслан, качество видео шикарное, говорит. Так, да? Из-за того, что я, наверное, свет отключил, да? Марат Маркус, почему за тобой не флаг Ичкерии? Ты не патриот, говорит Марат Маркус. Марат Маркус, а почему у тебя нет флага? А?
Конечно, я патриот. Конечно, я патриот. Но я уже говорил вначале, посмотри почему. Я также уважаю Германию, как многие страны, но Германию особенно. И вот я сегодня решил проявить к ней уважение особое. Так, да, я тоже вижу иногда твое подозрительное отношение меня. Но ничего, я не в обиде, я понимаю. Это хорошо, что вы понимаете, как найти. Понимаю. Если вы не будете понимать, то кто меня поймет в конце концов? Выпись из культа. DOS-атака это энергоемкий инструмент. Долго этим баловаться не получится. Милана Джефферсон. Аслан, не верьте никому. Зачем оставлять свой WhatsApp? Ну, WhatsApp я его давно знаю, открыл, знаете, для врагов, для тех, кто охотится на меня, они мой WhatsApp да, раздобудут, да, потому что я как бы занимаюсь правозащитой, я консультирую людей в силу своих возможностей здесь, в Германии, а, по телефону. Поэтому мой WhatsApp, в принципе, найти можно, мой рабочий WhatsApp. А я сменил номер по техническим причинам. И многие мои подписчики, многие остались без моего номера. Ну и я его начал выкладывать несколько раз под видео там, и так далее. Указывал его. Писал в комментариях там. А еще, знаете, мне угрожают постоянно. Вот я сейчас приеду, тебе там это сделать. Но я пишу номер. Ну давай тогда, давай, звони, приезжай. И вот один только позвонил за все время, и то не приехал, потому что вот коронавирус он не может. Вот, короче, вот такие дела. А с некоторыми как бы даже диалога не бывает. Поэтому приходится оставлять телефон. А так я создаю гражданское общество. Нормально оно у меня уже сформировалось относительно, конечно. Еще я недоволен им, но это намного круче, чем было год назад, я вам скажу. И дальше будет формироваться общество, гражданское общество. А мы дальше будем продолжать вести свою работу. И, например, чеченский след проводит определенную работу. И мне, например, очень важно, чтобы такие люди, активные, кто разбирается, кто что-то делает, этих людей объединить под одним знаменем, под одной идеей. И вот поэтому я поддерживаю тех, кто занимается. И мне без разницы, каких он взглядов, религиозных, национальных, там, я не знаю, других. Главное, чтобы он был за права человека, за привлечение к ответственности преступников, совершивших тяжкие преступления в моей стране, и за деоккупацию, соответственно, моей страны. Так что вот так вот. Все, давайте пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. Файтер Израиля. Все правильно, осторожность прежде всего. Амину убили, кто-то сдал их передвижение из близкого круга. С кем с Адом они общались? Вечная и славная ей память. Да, совершенно верно. Кто-то, они как раз ехали с канала, да, переезжали, как я с Адамом разговаривал, он мне сказал, что они ехали со студии, где записывали вот эту программу про войну в Чечне там и так далее. Конечно, информация была, что они по этой дороге поедут. Однозначно. Однозначно. Так, все правильно делаешь, Аслан, говорит Темноев. Аслан лайкает меня Android S. Спасибо всем. Не знаю, Нох Чинох. Аслан, когда думаешь откроют границы? Я не знаю, Нох Чинох, абсолютно не знаю. Так, сейчас.
Так. Одну минуточку. Вот так. Так, давайте дальше к вашим вопросам. Милан Джефферсон. У нас откроют 9. Да. Но это не точно говорит. Так. Я вам хочу показать одно видео. Так, сейчас я вам покажу. Нет. Нет. Да, вот так это будет. Сейчас я вам покажу одно видео. Это на видео вы можете увидеть чеченского бойца. Звали этого бойца Эли Адаев, позывной Ламбада. Он запрыгивает на БТР, движущийся задним ходом русских оккупантов, бросает туда внутрь гранату, спрыгивает с машины. И также можно в кадре увидеть другую разбитую технику, которая тоже от Элла и его товарищами разбита. Скажите, как там со звуком будет там и так далее, если будут какие-то помехи. И я вам сейчас в полном размере покажу. Видите? Вот человек прыгает с БТРа. Он запрыгнул на БТР, забросил туда гранату. Видимо, у нас не хватало постоянно выстрелов гранатомету, не говоря уже о какой-то тяжелой технике и так далее. И приходилось пользоваться подручными средствами. И вот он забрасывает туда гранату. Вот, видите?
И сразу догоняет. И сразу догоняет он, потому что там надо же довершить начатое. А, Эйла, Эйла Адаев погиб в 95 году вот в этих боестолкновениях. Да, Лазват Обалдуэльчин. Так что вот так вот. Так. Поехали дальше. Александр Вайт. Асан, когда будет эфир с Сашей Сотником? Я не знаю. Саша Сотников приглашает туда русских националистов, генералов, КГБшников, ну и порядочных людей тоже. Но меня он почему-то не приглашает. Вот как пригласит, вот тогда пойду. А пока не приглашает. Ну хорошо, Закаева приглашает, уже хорошо. Ассаламу алейкум, свободная Ичкерия. Ва алейкум салам. Навалгай Кази. Рамзес, ассаламу алейкум, Аслан. Что у тебя за флаг? Что за флаг у тебя? Германия, Deutschland. Федеративная Республика Германия. Reality French English. Ассаламу алейкум. Вчера мне родственники рассказывали, что в Чечне прибыли группа 40 вирусологов из Москвы. Они начали делать прививки против вирусов в горных районах Чечни. Что ты знаешь об этом? Ва алейкум салам, Reality French English. Я не знаю ничего по этому поводу, но не могут делать прививку от вируса, которого в мире еще пока тратятся миллиарды, но никто не нашел этого антивируса. Я не вижу никакого смысла делать эти уколы. Никакого. Вот так вот. Так. Аугусто Пиночет вернулся. Ассаламу алейкум, салам. Данила Запорожский. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так, Милана Джефферсон говорит, что в Англии уже 3 дня как все открыто. Отлично. Так. Файтер Израиля, чеченцы воины. Августа Пиночет. Русские никогда не умели воевать. Достаточно вспомнить зимнюю войну Совка-Финляндия, где только на одного финна приходилось 5-6 советских. Так, Владимир Рабинович, пусть офицер НАТО такой повторит, а вам слабо? Да. Все, чеченский след на связи. Так, Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, я тут много чего пропускаю, извиняюсь. Так, армянский воин, ты про Афганистан? Маждада подколол армянского воина. Так, давай, армянский воин, удачи тебе. Так, Владимир Рабинович, Аслан, ты был прав насчет Фейгина. Он Мальцеву дает площадку. Не ждут, а готовится. Да-да, 17-го года готовится. Да. Милана Джефферсон, Аслан, когда британский флаг поставишь? Да хоть на следующем стриме поставлю. Так. Раиса Сулесовна. Дядя Крыласан. Да, Люизель. From the Mountain. Здравствуйте, как здоровье? Все отлично, спасибо. Как у вас? Амар Джоба. Генацвале. Данила Запорожский. Милана, весь уклад жизни отличается. Для русских состояние зависимости, крепостничества норма. Так, модеры вы где, говорит Джахар Дудаев. Причем это модер говорит. Модер спрашивает про модеров.
Маждада Ара, твои методички устарели. Так, Асна, когда ожидает следующий форум русских демократов? И в кавычках, причем демократов, да как правильно ты написал. Я не знаю, когда он ожидается, я уже не слежу за этим форумом. Я туда посетил, показал их сущность, и все. Мы побывали там, и на этом достаточно с нас, русских демократов. Есть русские, порядочные, нормальные русские, но не вот эти Тютрин, я вспомнил потом фамилию, Тютрин, Константинов, Каспаров, кто там еще, ну еще там несколько желающих возглавить Россию, да, ну и так далее. Так, Расул Юнус, ассаламу алейкум, брат, как ты? Алейкум салам, все отлично. Эд Мамед, Асна, как ты думаешь, Гарри Таба знаком с геноцидом чеченцев в 1944 году? Ты бы не мог с ним об этом поговорить? Я знаю, что он очень уважаемый человек в США, и его мнение важно повлиять на Конгресс, наверное, да, Конгресс, так сказать, потому что уже закончилось. Обязательно спрошу, спасибо за вопрос, Эд, обязательно пишите вопросы. Кстати говоря, когда завтра у нас будет стрим, мы постараемся его провести в прямом эфире, как в прошлый раз, чтобы вы могли задавать вопросы. Я, правда, немного задавал ваши вопросы, но если вы подготовитесь и будете задавать вопросы, я с удовольствием их задам. И, Эд, я постараюсь твой вопрос тоже не забыть и задать. Кстати говоря, знаете, есть такая вот идея, очень хорошая идея, мне кажется. Мы могли бы, вот, например, сделать по 10-15 секунд ролики, кто желает, разных национальностей людей, в поддержку чеченцев, да, осуждению режима Путина и Кадырова. Сказать, вот этот оккупационный российский режим и их марионетки Кадыровы преследуют чеченский народ, угнетают чеченский народ. Мы против этого. Я там выражаю свое несогласие, я протестую. И если бы по 10-15 секунд люди бы могли бы выложить вот эти ролики, ну, записать сам себя, как селфи, там, да, видео короткое, 10, 15, 20 секунд. Я бы объединил бы эти ролики и выложил бы у себя, и сам бы тоже присоединился бы к этому делу. Украинцы, евреи, армяне, чеченцы, грузины, все могли бы сделать по 15-20 секунд, не больше, потому что это получится, может большим получиться ролик. И было бы очень круто, да. И, например, вы видели такое видео, оно как бы несколько таких вариаций есть этого видео. Например, есть военные, там, да, или не, спортсмены, по-моему, или военные, да, по-моему, это военные, американские военные, по-моему, американские военные. Он как будто делает удар в камеру, и другой человек, который перенимает у него эстафету, делает вид, как будто в него попали по лицу. Он отскакивает, скакивает и потом опять бьет, уже тоже в камеру, и потом другой человек, не тот же, который его ударил, а уже другой человек тоже падает. И вот такое видео у них получилось. Потом то же самое сделали женщины, девушки американские, в военной форме тоже. Но они уже делают со цветочком, с розой какой-то, да, и берет розу вот так на камеру, накладывает, все, камера исчезает, и она ее швыряет, эту розу, и как будто та ловит ее. Вот такого плана мы могли бы что-то придумать хорошее, да, и могли бы передавать эстафету, допустим, например. Грузины, например, могли бы, например, там, ну, если мы поддержку Чечни делаем, там, какой-нибудь атрибут Чечни, да, в грузинском флаге, например, ну, в майке грузинской, или на фоне сзади с грузинским флагом, ну, чтобы было понятно, что грузин. Например, там, флаг Ичкерии, там, он, например, передает, раз там, за кадр. Кто-то ее как будто берет и говорит, я поддерживаю чеченцев. И вот такого плана, вот, там, буквально 20 секунд, 30 секунд, не больше, потому что получится было очень много. И вот так мы могли бы сделать. Кто-то может лицо закрыть, например, кто бы не хотел бы там свое лицо светить.
он может закрыть лицо, допустим. Ну, имеется в виду не так, что там в маске, допустим. Ну, чтобы было понятно, кто он, например. Если он израильтянин, там, например, на нем там, звезда Давида там, на майке, или там за спиной, или на фоне какого-нибудь там иерусалимского там здания. Ну, чтобы было понятно, что это там еврей, или там грузин, украинец. Вот давайте запустим вот такой флешмоб в поддержку чеченцев. И это продемонстрирует, что мы едины, что мы разных национальностей люди, разных вероисповеданий, разных взглядов, политических в том числе взглядов, объединяемся под один какой-нибудь там принцип, взгляд, ну и так далее. Как вам такая идея? Смотрю, вам нравится. Ну, давайте как-нибудь что-нибудь придумаем. Вот такие вот дела. Давайте. Думайте, господа, придавайте свои идеи, вы можете писать. Кстати, у меня появился Инстаграм. Сейчас я его скину сюда, и потом я его скину. Точнее, это мой Инстаграм, который у меня был похищен, заблокирован. И я его чудом смог восстановить. Я не знаю, насколько он у меня еще останется. Его могут опять похитить. Как когда-то похитили мой Леон Хилл канал у меня был на Фейсбуке. Была у меня страничка. Ее у меня разворотили. Ну там по моей ошибке я там простой этот код написал. И видимо так разгадали. И не привязал его тогда к телефону. У меня тогда похитили это, ну и вот Инстаграм. Короче говоря, вот так вот. Владимир Рабинович, высылать можно на Facebook, например. Я вам сейчас напишу, если получится, свой Инстаграм, да, у кого есть Инстаграм. Мой Инстаграм называется Reality Арцуев. Видно? Не видно? Видно. Плохо видно, да? Что-то не настраивается. Так, а так? Нет. Вот так. Вроде кое-как засветилось. Ну вот, короче говоря, можете туда присылать, можете на e-mail присылать. В описании под видео есть e-mail, этот Инстаграм, который в описании, я его не поменял, это не тот у меня заблокирован. Ну вот, Reality Арцуев называется, можете туда присылать, ну и так далее. Давайте потихонечку присоединяться. Гражданское общество наше должно расширяться, и как можно больше мы должны привлекать внимание к нашей проблеме. Так, давайте почитаем ваши вопросы. Так. Так, Фриман. Владимир Рабинович, адвокат, правозащитник, гроза кадыровцев, режиссер. Ну, знаете, Владимир, я не считаю, что надо меня позиционировать в грозой кадыровцев, да, как личный враг Кадырова, там это нет. Я личный враг Путина и ФСБ. Для меня вот это мой уровень. А с собаками грызться или с клопами с русского ватника это уровень других людей. Это не мой уровень. Конечно же, я и собаку Путина, и клопа с русского ватника назову и клопом, и нисколечко это меня как бы не смутит, но мой враг фашистская Россия, и Путин, и ФСБ. И да, они меня сделали врагом, они лично. И я знаю, что мой враг очень коварен и жесток, и я плюю на них с высокой колокольни. Самой высокой колокольни Гамбурга. Так, чеченский след. Аслан, что скажешь о Ходорковском? Его банк Минотеп вроде бы как причастен к пропавшим триллионам рублей для Чеченской Республики в 1995 году.
Я в Ходорковском отдельно ролик записывал. Ходорковский фашист, мегавор и пособник геноцида чеченского народа. Там возникла проблема, что он с Путиным рамсанул. Это старый комсомольский рабочий, этот вожак. А комсомольские вожаки, которые становятся миллиардерами без спецслужб, без КГБ, они не могли ими стать и не стали бы никогда. Поэтому я считаю, что это гибнюк, просто из другой команды. А по поводу Минотепа и пропавших триллионов рублей для Чеченской Республики в 1995 году, вот я ничего не знаю. Если бы ты мне об этом, если есть информация, накидал бы мне ее, я бы ее с удовольствием почитал бы и ознакомился бы. Чеченский след, конечно же, надо это все. Ну, надо привлекать. Ну, она миллиардер, да. Ну, мои деньги, мои личные деньги. Например, мои родители, мои деды, бабушки работали, ничего нам не досталось. Они нас разбомбили. И мне нужны мои деньги. Верните мне мои деньги. Эй, Ходорковский, Путин, Абрамович, там и вся Россия. Верните нам наши деньги. За приватизацию верните, за разрушенное жилье, за убитых наших, за искалеченных, за то, что потерянная, там, упущенная выгода, как говорится, и огромное количество возможностей, которых вы нас лишили. Будьте вы неладны, верните нам наши. Ну, а мы должны требовать просто, понимаете? Мы должны этого добиваться. Так, куда высылать ролики? На e-mail, на WhatsApp, Facebook, Instagram. From the mountain. И вам, и нам почему не объединиться? Это очень верный вопрос. Если ничего не делать, ничего не поменяется. Надо освободить родину от оккупантов. Совершенно верно. Совершенно верно. Абсолютно верно. Украина вітає Ічкерію, говорит Александр Ковалев. Вітаю, Украина. Дякую. Владимир Рабинович, реалити Арцуев называется мой инстаграм. Видно было. Так, давайте, что тут еще. Аслан слышал, что блогера Фархата хотят экстрадировать ГБшные лапы в Москвабад. Я это видел, я ролик этот видел, я Фархату готов помочь, чем я могу. Конечно же, он может на меня рассчитывать, и он это прекрасно сам знает. Просто, Фархат, скажи, что мне сделать, и я готов, короче говоря. Но я что-то не очень верю, что гражданина Ирана, как он говорит, из Норвегии могут депортировать в Россию. Ну, за что? За то, что он флаг чей-то оскорбил. Ну да, атрибуты там, да, это там уголовно преследуемый. Но я, например, говорю развалить Россию. Там, это 5 лет срока. Просто за то, что я говорю, я себе уже каждый раз наговариваю статью. Дело уже по этому поводу уже, наверное, уже имеется. Но меня даже, имея российское гражданство, меня не могут туда отправить. Потому что мне Германия предоставила политическое убежище. Да, они могут запрос сделать и где-то меня в другой стране остановить, подать в Интерпол, там, как особо опасного преступника, и создавать мне проблемы. Но выдать меня в Россию не могут, тем более Фархата не могут. Мне кажется, это был такой его троллинг. Ну, посмотрим. Так Фархат прекрасно знает, что я к его услугам. Так, Файтер Израиль. Идея супер, но я не могу поддержать. Хотя, хочу я могу оказаться оккупированной русскими украинской земле, война продолжается, и я готов должен быть всегда, пока русские не добьем всем миром. Всем только вместе сможем. Так. Грызться с Кадыровым — дело школьников. Так, Макс Беркович. Ассаламу алейкум. Аслан, как ты думаешь, Россия понесет ответственность в лице Путина в Гаагском трибунале за ракетно-бомбовый удар по центральному рынку в городе Грозном в 1999 году? Ва алейкум салам, Макс Беркович. Я абсолютно убежден в том, что она понесет за именно этот удар и за другие удары по нашей стране ответственность.
и Путин понесет, и военные и политические силы России, на которые нами, нашим правительством Чеченской Республики Ичкерия и правозащитной организации, в которую я имею честь состоять, «Мир и права человека», который руководит Сайтамин Ибрагимов и является первым вице-премьером. Является не первым, а вице-премьером, да, то есть замом Закаева. Я абсолютно убежден, мы подали в 2018 году 23 февраля Международный уголовный суд Гааги на военные и политические силы России за преступления против человечности, военные преступления, геноцид, акт агрессии. Самые тяжкие преступления в Международном уголовном кодексе. И я абсолютно убежден, что мы добьемся. По крайней мере, сколько мне отведено жить на этой земле, я буду этого добиваться. И я хотел бы, чтобы я был не один в этом. Вернее, я-то не один. Там с нами есть огромное количество людей, профессионалов. Но я бы хотел, чтобы нас было больше, чтобы мы добивались. А если ничего не делать, то ничего не происходит, как мы знаем. А Россия ответит. Дал-Мулла ответит. Дал-Мулла. Дал-Мулла. Так, контрибуция и репарация с русских. Ангус Пиночет. Почему у Аслана юриста так мало подписчиков и соратников? Нет, Дами, ты ошибаешься. Соратников у меня огромное количество. И если ты видишь, то у меня большая поддержка идет. А подписчиков, знаешь, как говорится, хороший товар оптом не продается. Если, например, кто-то смотрит там, как там матерят Кадырова, да, или там это, ну это уровень людей, просто им нужен экшен. А мы делом заняты, понимаешь? Мы не занимаемся болтовней там и хайпом. Мы занимаемся конкретным, целенаправленным нанесением ударом по самым важным, жизненно важным местам фашистской России. Поэтому хороший товар, он не бывает оптом, когда тебя атакуют, твой канал тебе мешают, не получается, да, как следует раскрутиться. Ну, поэтому, дами, у нас все отлично. Если бы не было отлично, сейчас сегодняшний эфир мой не атаковали бы. У меня он только что зависал, и его атаковали. Так, Насим, мне не интересно, что тебя гложет по поводу Гарри Табаха. Пожалуйста, оставь свое мнение. Мне насчет тебя гложет, на самом деле, сомнения. Вот твоей искренности. И вообще, аноним, который странные вещи, странное поведение бывает. Так, Виктор Дедусик к нам зашел. Слава Ичкерии, героям слава. Слава Украина, всем вильным, мое витание. Приветствую, Дедусик, приветствую. Так, рад тебя видеть. Фриман, антипутинист. Смерть русской империи зла. Смерть русскому имперскому фашизму. Слава Украине. Да, совершенно верно. Виктор, героям слава. Ставим лайки. Ассаламу алейкум. Аким Злодеева. Алейкум ассалам. Так, господа хорошие. Как найти? Аслан, ну зачем говорить о хайпе насчет того, кто матерится на Кадырку? Зачем так нужно было говорить? Неправильно ты это сказал, Ларам. Почему же? Это не хайп, постоянно материть, постоянно там говорить там на какие-то темы. Это же хайп. А это не так разве? Так, Маждада говорит, что я на правильном пути. Мы все на правильном пути. Да, ну ладно. Фриман, антипутинизм. Борьба с коррупцией в России еще более выгодное занятие, чем сама коррупция. Очень хорошая идея, кстати. Так, где это? Марина Стрельцова тут была. Она тут там комментарий писала.
Что может Чечня, говорит Марина Стрельцова. Что может Маришка? Так, да, tu vuelas на Амзат Гилаев, Дерес Хуй. Макс Беркович согласен с чем-то на все 100, не знаю, с чем он согласен. Так, далее. Tu vuelas на Амзат Гилаев, Дерес Хуй, Мастера Боль. Фриман антипутинизм. Заходит бабка в автобус, а там сидит паренек. Она ему: как ты похож на Путина? Парень обрадовался: да, чем похож? Как? Сел и никому свое место не уступаешь. Да. Как найти? Мы говорим конкретно об Анзоре. Он же не хайпится, он же очень даже рискует, в том числе и своими родными. Ну, я бы, если честно, не вспомнил Анзора. Я говорил про другого человека, который мне здесь много помогал, которого очень нахбовец, неац гергалули или чух, он очень сдавлил дорогу, саумду, нахиоцум шерху за, нахиоцу, за аши эрху за, водинел. Еще раз есть Анзор Ватсер. Но Анзор тоже, если он все время говорит о Кадырове, то это неправильно. Надо говорить о главном враге. Ну, конечно, каждый имеет право говорить, о ком хочет. Антирашизм. Так, это не мне. Фриман антипутинист. После развала коммунистической империи в Россию вернулись Солженицын и Ростропович. А после Путина кто вернется? Да, хамон и пармезан. Так, Фриман антипутинист. В России каждая собака знает, что родилась при Путине. Так, Экберт фон Эксперт. Привет из Эстонии. Приветствую, Эстония. Рад приветствовать наших братьев из стран Балтии. Очень рад. Удачи вам, говорит. Спасибо большое. Спасибо. Фриман антипутинист. Несомненной заслугой Владимира Владимировича является то, что рубль при нем достиг небывалых высот. Эдмон, Асан, как ты думаешь, сколько людей сторонников Ичкерии живет в США? Так вот, я думаю, если мы организовались и скинулись бы хотя бы по $100, мы бы могли подать в суд, а Гарри нам помог бы найти грамотного адвоката. В суд, ты имеешь в виду суд Соединенных Штатов? В Соединенных Штатах? Это очень хорошая идея. Давайте обсудим этот вопрос. И с Гарри в том числе. Ну, адвоката можно найти и без Гарри, но сбор, например, средств... Сколько, я не знаю, Эд, я не знаю, сколько может быть. Так, Фриман антипутинизм. Владимир Владимирович, почему французские профсоюзы восстали против пенсионной реформы, а российские нет? А какое дело российским профсоюзам до французской пенсионной реформы? Так. Так. Да, Насим, ты тоже имеешь право на свое мнение, бесспорно имеешь. Просто я же тоже имею право на свое мнение. Подозревать, что ты тоже какой-то неискренний. Хотя я не знаю, кто ты. Гарри-то мы видим, он хотя бы есть человек с профессией, с именем, с фамилией, с лицом. А тебя нет, мы не знаем. Хамзат Гила, Асан, прошлый стрим у тебя прервался. Было продолжение? Нет, продолжения не было. Вот как прервался, так и прервался. Сегодня тоже он прерывался, но вот мы стойко выдержали. И вот у нас получилось. Отлично, короче. Не справились они нас добить. Пока вроде бы все идет отлично. Посмотрим. Это еще завтра как бы они нам бы не испортили бы стрим. Хотя можно будет и записать. Но удобно, конечно, проводить стримы, и когда и интереснее, когда вы можете задавать вопросы. Так интереснее бывает.
Так, Фриман антипутинизм. Все сидящие на самоизоляции в России раздраженно щелкают пультиками, пытаясь найти долгожданные новости с Украины. Так, давайте тогда я вам... Ну что, зачитывать свою вот эту статью «Последний оскал русизма». Ну, 15 минут осталось, не буду ее зачитывать. Ладно, вы ее видели, она там есть. Сейчас, одну минутку. Я бы хотел бы вам сейчас прорекламировать один фильм. Фильм этот называется... Фильм этот называется, «Век безумия». Фильм Дэвида Саттера, если вы помните. Он у меня был в эфире. Я, кстати говоря, тоже могу его еще раз пригласить. Если он согласится, можно будет провести с ним еще беседу. Вот, если вы видите, вот этот фильм Age of Delirium, фильм by David Sutter in English, на английском языке, но там очень много говорят на русском языке. Вот этот данный момент, вот этот человек говорит на русском. Ну вот, короче говоря, я вот сейчас его закину, этот фильм, вставлю ссылку на него. Всем советую, фильм очень хороший, посмотрите, «Век безумия». Так, производитель колбасы в России, узнав, что россияне определяются качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей. Так, день шашлыка в Одессе, Франк Вальтерштейн. Да, конечно же. А как они раскрутили, помните, вот эту трагедию в Одессе, когда вот эти гопников сами накидали бутылок. Я видел кадры, когда вот только начинается это, с крыши начинают, они сами сбрасывать бутылки с зажигательной смесью. И тогда уже в обратку что-то там летит у них и происходит пожар. И потом еще их спасают еще, украинцы, на самом деле это все видно, когда и они рассказывают, как это все было ужасно там и так далее. Такая была жертва, знаете, сакральная жертва. Этих людей, они по факту жертвы. Они туда их завели, подожгли, погибли, и надо было сказать, какие фашисты эти украинцы в Одессе, столько убили, и нужно было там вводить срочно войска. Ну, что-то пошло не так, просто так убили людей. А помните, взрыв был терактов, по-моему, в Харькове, парад какой, парад, группа людей идет и подрывают, помните? Это чисто русские методы, чисто теракт, подрыв, просто не пошло у них все это дело, не пошло. Это очень опасные люди, и нет этому края и конца, пока мы не решимся.
Аслан, сохрани эфир. Он у меня всегда сохраняется, говорит Максим. Просишь нас сохранять конфиденциальность, говорит, и тут же упрекаешь, что не видишь меня и не знаешь, кто я, где логика. Логика в том, что ты начинаешь там подозревать моего гостя, которого я пригласил, неискренности. Я говорю, что я не знаю, кто ты. Я знаю многих людей, которые мне тут пишут, я их знаю. И это значит, что здесь в форуме, вот здесь на моем чате, сохраняйте конфиденциальность. Но я, например, только что ты видел, чеченский след сказал, вот мой номер, выйди со мной на связь. Потому что я хочу знать этого человека. И если я этого человека не знаю, то мое мнение, как твое мнение про Табаха, вызывает у тебя сомнения. И еще оно основывается на твоих постах, очень странных, каких-то двояких, да, потому что явные пропагандисты, я здесь просто выкашиваю отсюда. И вот остается вот человек вроде, который там и закидывает там сомнения. В чем искренность или неискренность? Вот, ну в чем тебе Табах должен? Вот я не могу понять твоей логики. Ну что он должен? Он должен, там, человек, который 30 лет служил Америке, присягнуть верности, там, будучи евреем, присягнуть верности чеченцам. Нет, он не должен. Хорошо относится, он говорит, у него чеченец жил, он дружит с чеченцем, он помогал чеченцу, он уважает. Ну что еще? Хорошо отзывается, все говорит. Ну, больше я не знаю, что можно сказать. А логика в том, чтобы я просто не знаю, кто ты, и все. А конфиденциальность, конечно, сохраняй. Ни в коем случае не пиши свои данные тут. Но ты можешь выйти со мной на связь, рассказать о себе, показать себя, видео, фото, чтобы я мог представление по видео пообщаться. Я такой. Со мной так люди и делают, уходят. Ну, у нас у чеченцев так принято. Я Арцуев Аслан, вот мне звонят, я номер кому-нибудь даю, я говорю, как к тебе обращаться? Бях Мобила, я такого-то тейпа, такого-то населенного пункта, моя фамилия такая-то. Мне так люди говорят. Не все, я всех об этом не прошу. Ну, чтобы показать свою открытость, люди так делают. И Боас. Вот в чем логика. Так, Джозеф Смит. Асан, как считаешь, что будет с Кавказом после ухода Путина? Постпутинская Россия. Я не знаю, что будет с Кавказом. Я знаю, что постпутинской России не будет Чеченской республики Ичкерия. Это как минимум. Я рассчитываю, что не будет всего Кавказа в постпутинской России. Вот пока так я могу сказать. Так, Адам Грузинский, ассалам алейкум. Так, Адам Грузинский появился. Машвойлу алейкум салам. Из-за чего кипиш, врывается Адам. Лейла Исиева, Зюр Декрилшу Масера. Да, люди, Лейла, Машвойль. Так, Фриман за преступление против американского государства суд США приговорил Эдварда Сноудена к высшей мере наказания проживания в России. Пожизненное проживание в России. Дурак, ой, дурак. Он, знаете, когда вот люди борются со своей страной, и они не могут сравнить с другой страной. И они думают, ну вот, да помните, в Советском Союзе тоже были такие дураки, которые боролись с Америкой и убегали в Россию, в Советский Союз. Ну, глупо. Каждый американский самолет-беспилотник найдет на каждый американский самолет-беспилотник найдется российский танк без башни. Да, смешно, весело. Адам Грузинский, ночью не будет. Нет, вот сегодня эфир больше не будет. Сегодня эфира не будет. Мар лемош да диезвай. Марнаш даст диезвай.
Давайте будем днем проводить. Мы теперь будем, вот месяц Рамадан будем проводить днем. Так мне кажется удобнее. Наша молодежь настолько пассивна, ждут, что кто-то на блюдечке принесет свободы. Так, извиняюсь за свой лексикон, но рашка это нехорошо. Говорит Нохчинов. Так, да, еще убегали, потом жалели. Да, и еще в Корею убегали, говорит, а потом жалели. Да. Александрова в Северную Корею. Данила Стар. Мне что, не работать вообще? Не работай, Адам Грузинский. Зачем тебе работать? И так ведь хорошо все. Так, господа, наш эфир подходит к своему логическому завершению. Приятно. Давайте еще, если будут вопросы, и закончим на этом. Так. Ну, давайте закончим на этом сегодня наш эфир. Приятно было отвечать на ваши вопросы. Завтра я очень постараюсь с Табахом провести эфир. В это же время постараюсь 3 часа, не знаю, получится как что. Следующий эфир, вот Милана спрашивает, будет, скорее всего, завтра. В среду будет на Reality Live на чеченском языке будет эфир обязательно. Завтра будет на этом канале с Табахом, скорее всего, если не возникнет каких-нибудь проблем. Ну и все. Завтра в 3 часа постараюсь, в 3, в 4. Ну, смотрите, следите за анонсом, нажимайте колокольчик, и вы получите уведомления сразу, как только я закину. Ну, всего самого хорошего. Спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. До свидания, мои друзья. До скорых встреч.